Здравствуйте! Вы смотрите вечерние новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сегодня в программе. ЧП в Верхневилюйске. В пожаре в жилом доме погибли 2 человека, еще 3 детей в больнице. Возбуждено уголовное дело. Обмен опытом. Специалисты ведущего онкоцентра страны работают с коллегами с якутского диспансера. Парад снеговиков в Хандыкской средней школе в рамках месячника психологического здоровья провели акцию на свежем воздухе. В Верхневилюйске произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме. 2 человека погибли, 3 детей находятся в больнице. Все подробности у нашего корреспондента. По улице Ленина в доме номер 11 в селе Верхневилюйск произошел пожар на 1-м этаже многоквартирного дома. Есть 2 погибших, мужчина 99-го года рождения и женщина 90-го года рождения. Прокуратура Верхневилюйского района проводит проверку по факту произошедшего. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрических устройств. А что, предварительный доклад прошел 11 человек аж? Нет, да? Такого не было. У нас прошел доклад, что 11 угорели. Угоревшие. Нет, соседние квартиры, там с 2 квартир, они обратились в скорую, но у них состояние нормальное было. Поэтому их сразу отпустили. У нас сразу прошел доклад, 11 человек угорело. Отметили, что во всех квартирах были датчики дыма, кроме этой. В доме стены и потолок заштукатурены, в соседних квартирах сильного задымления не было, и поэтому их датчики не сработали. Один мальчик, 4 он более-менее нормальный. Да, конечно, тут у вас много. Ну, в общем, давайте помогайте, надо сделать всю бригаду взяли. Дети, потому что сегодня чуть не погибли. И в очень плохом состоянии находятся. Там уже в Якутске их лечили. Сейчас они еще посмотрят всех детей, которые здесь дышали, надышались. Такую команду дали, чтобы все осмотрели из взрослых, потому что угарный газ, он очень медленно потом выходит и действует на организм. То есть могут люди и потерять потом жизнь. 3 детей 2012, 16 и 17 года рождения сегодня перевезли санрейсом в город Якутск. Состояние 9-летнего мальчика стабильное, с ним работает психолог, 2 младших в тяжелом состоянии. О пожаре сообщил прохожий молодой человек, благодаря чему сильного пожара не случилось, огонь не распространился в соседние квартиры. Валерия Золотарева, Александр Адамов, НВК «Саха», Верхневилюйск. По факту гибели 2 человек в Верхневилюйском районе возбудили уголовное дело. На месте происшествия следователям СК России совместно с дознавателями МЧС России проведен осмотр, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Расследование продолжается. На месте происшествия следователям Следственного комитета совместно с дознавателями МЧС проведен осмотр, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В рамках следствия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается. Переходим к другим темам. Всемирный центр мамонта, который предлагается создать в Якутии, нацелен на реализацию полного комплекса научных и просветительских задач в области мамонтовой фауны. На его базе может быть развернут поиск находок, их сохранение в первозданном виде, комплексное изучение останков и экспонирование для широкой аудитории. Амбициозная сверхзадача, которую призван решать такой центр, это возрождение мамонта в условиях развития биотехнологий. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе онлайн-заседания рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию в рамках председательства России в Арктическом совете. Развитие малой авиации для нужд труднодоступных районов Якутии обсудили на совещании у премьера республики Андрея Тарасенко. Основные вопросы, которые обсудили участники совещания, касались получения сертификатов эксплуатантов авиационных видов работ, подготовки пилотов малой авиации и пилотов вертолетов, также создание центров технического обслуживания и ремонта в Якутии для обслуживания воздушных судов малой авиации и централизованного обеспечения авиатопливом в региональных аэропортах, снижение аэропортовых сборов для малых воздушных судов и обновление флота в целом.
За минувшие сутки в республике выявлено 294 новых случая COVID-19. В Якутске из них 145 заболевших. Антирейтинг продолжает Мирнинский район, следом Усть-Алданский, там 15 заболевших. Далее Оленёкский с отметкой 14. 13 случаев выявлено в Алданском районе. По 12 заразившихся в Мегино-Кангаласском и Намском районах. Ну и еще в 12 районах республики выявили за минувшие сутки от 2 до 9 случаев заражения. Данные вы видите на своих экранах. Делегация Московской клиники имени Блохина всю неделю работала в Якутске. За это время врачи провели множество консилиумов, конференций, ассистировали якутским хирургам в сложных операциях, рассказывает Мадина Халикова. На операционном столе пациент со сложным случаем опухоль на органах грудной полости уже не поддается лапароскопическому вмешательству, поэтому хирурги работают на открытой зоне. Ассистирует местным врачам сотрудник столичного онкологического центра Блохина. Такая операция длится в течение 2,5–3 часов. После образования отправят на гистологию для дальнейшего исследования. Мы видим очень хорошее оснащение операционных. Это современные лампы, современные лапароскопические стойки, также современное инструментарий и оборудование для выполнения открытых операций. Мы видим, что практически в каждой операционной есть, и она очень хорошо оснащена. Полноценно мы видим развитие онкологической службы, онкологической помощи с внедрением практику уже гистологического исследования на базе радиологического корпуса. Большой делегацией в Якутск прибыли сотрудники Национального центра имени Блохина, клиники с мировым именем. В течение 5 дней провели консилиумы, обучающие семинары, совместные операции. При этом гости взялись за самые сложные случаи. Обмен опытом идет в рамках федеральной программы, и это уже 3-й визит столичных врачей в республику. Одна из главных миссий – оценка уровня работы местных кадров, технического оснащения и схем медикаментозного лечения онкозаболеваний. Путем анализа и оценки выводов предпринимать последующие шаги по методическому сопровождению, по конкретным советам, по конкретным мероприятиям, реализации мероприятий, направленных на улучшение качества и доступности помощи, онкологической помощи жителям республики. Мы видим действительно явную положительную динамику, мы видим решение конкретных задач, которые мы называли еще год или 2 года назад проблемными, но совершенству нет предела. Сотрудники центра Блохина обошли онкодиспансер, осмотрели оборудование, технологическое оснащение республиканского медучреждения. Также посетили радиологический корпус. В Якутске сейчас строится современный онкоцентр, который сможет принять еще больше пациентов, значительно повысить уровень оказания помощи, в нем развернут новые отделения. Для работы в них необходимы квалифицированные кадры как первичного звена, так и врачей. Вообще работа ведется планомерно уже на протяжении последних лет и по подготовке кадров, и по оснащению. В настоящий момент, конечно, решается проблема совместно с Министерством здравоохранения. Ежегодно у нас расписана дорожная карта, скажем так, по подготовке квалифицированных кадров в Северо-Восточном нашем университете, мединституте. Целевые ординатуры. Ежегодно проводится плановое обучение специалистов. Для работы в новом онкоцентре требуется еще около 90 врачей. К окончанию строительства диспансера, отмечает главврач, планируют полностью укомплектовать весь необходимый штат. Федеральные гости, в свою очередь, готовы принять якутских специалистов на практику и обучение, так как площадка Национального центра позволяет подготовить медперсонал в целевой ординатуре. Мадина Халикова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. В Амге почтили светлую память заслуженного работника народного хозяйства республики, почетного председателя Союза женских организаций Якутии Светланы Николаевой. В день ее 80-летия лидеры женских организаций района организовали круглый стол по платформе Zoom. Далее у здания бывшего районного комитета комсомола возложили цветы к мемориальной доске в ее честь. Светлана Ефимовна, она, несмотря на то, что она занимала самые высшие посты в республике, она всегда ко всем людям и к нам, к родственникам относилась с большой добротой, с душевностью. Всегда она со всех заботилась. Все наши проблемы она тоже решала вместе с нами, всегда нам очень много советовала, как выйти из той или иной ситуации. Мы всегда помним Светлане Ефимовне, и память о ней будет всегда жить в наших сердцах.
Также сегодня исполняется 95-летие со дня рождения видного государственного и общественного движения Секлитеи Курчатовой. Она родилась в 1926 году в первом нерюктянинском наследии Алекминского района, начала трудовой путь учителем, затем она всю жизнь посвятила служению народу. Ее неоценимый вклад вложен в развитие Алмазного Мирного, где она проработала более 10 лет секретарем горкома партии, а как руководитель республиканского гостелерадио она расширила материальную базу якутского телевидения. Также Секлитея Курчатова 15 лет возглавляла женскую общественную организацию. Кроме того, по ее инициативе были созданы ветеранские организации. Но, несмотря на большую работу, Секлитея Алексеевна всегда заботилась о своей семье, воспитывала внуков, сыновей, да и даже правнуков. О маме можно говорить бесконечно. И только теплые слова, воспоминания о ней. Она была доброй, заботливой. Мама, она заполняла всю нашу жизнь. Весь мир вмещался в ней. И даже дистанционно мы ощущали ее заботу, тревогу за нас, сыновей, за своих сыновей. И она постоянно каким-то образом оберегала нас. Бабушка из целой эпохи великих женщин, которые вот в середине 20 века, уже второй половине, тут поднимали республику, занимались важными вопросами государственности и в целом сделали большой вклад в развитие родного края. И это для меня на самом деле очень важно. В Тамбонском районе в Хандгской средней школе в рамках месячника психологического здоровья состоялась акция под названием «Парад снеговиков». Цель – создание благоприятной эмоциональной атмосферы в преддверии осенних каникул. Каждый классный коллектив слепил своего особенного снеговика. Вот у нас сегодня в Хандыге случилось такое, что в октябре такая теплая погода, хоть вон снег даже есть. Снег сейчас липкий, но не очень. Мы вот слепили с моим классом снеговика против ковида. Поэтому пока есть время, выходите и играйте в снежки, потому что больше такого не случится никогда. Перед долгими зимами мы решили с классом развлечься и полепить снеговиков. Но не только мы решили это сделать. Отдельные классы тоже решили так сделать. Поэтому прям чувствуется соревнование. Снег, правда, рыхлый. Но на улице тепло. И это радует. На этом все. До встречи.